Вакцинация – это основной способ противостоять пандемии. Об этом говорят все – и специалисты, и простые граждане. Однако это все понимают сегодня, спустя 2 года. Мы помним, как в начале пандемии 2020 года все были в панике. Государственные чиновники, врачи, медицинский персонал, простые граждане, служители в церквях. Ведь вирус, внезапно обрушившийся на людей, унес немало жизней, не щадя никого, ни простых граждан, ни священнослужителей. Прихожане Камрадского кафедрального собора Иоанна Предтечи в июне 2020 года провожали в последний путь духовника архимандрита Юлиана Ботнаря, который отдал на служение в Камрадском соборе более половины своей жизни. Его гроб не занесли в церковь. Отпевание прошло во дворе. Диагноз – коронавирус. Его хоронили в родном селе. Так, говорят, того пожелал сам архимандрит Юлиан. Хотя церковь и отделена от государства, во время пандемии безопасность прихожан намного важнее, говорили прихожанам священнослужители. Так будет безопаснее. Церковь отделена от государства, и здесь уже сугубо личная позиция. Думаю, что тех же священнослужителей. Почему? Потому что многие из них ведь переболели, в очень тяжелой форме переболели. Некоторые из них, к сожалению, скончались. То есть просто-напросто осознать, насколько необходимо соблюдение всех противоэпидемических правил, вот это уже, я думаю, что дело чести абсолютно каждого, независимо от служебного положения, независимо от статуса, ранга, чина в том числе. Поэтому просто нужно осознать важность, необходимость предотвращения COVID-19 для нашего населения. Церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации граждан. Тем не менее, государственные чиновники встречаются и со служителями церкви. Они заявляют так: мы не против вакцинации, но мы и не будем агитировать за вакцинацию. Я считаю, что это справедливая позиция, это их. Мы, когда проводили наше заседание нашей комиссии, мы общались с ними, посвятили им отдельное заседание комиссии. И я хочу сказать, что я не видел там такого, чтобы вот так вот в категорической форме отрицать это все. Но я был в некоторых конфессиях, у нас религиозные течения разные. Я ездил по населенным пунктам, встречался с их прихожанами, выступал там. И скажу вам, что не все относятся крайне отрицательно к этому. Скорее всего, они ждут информации от нас, и мы стараемся ее донести до них. И в результате вот этих вот бесед иногда мы добиваемся положительных результатов. Если пандемия у нас появилась, а происходит это раз в 100 лет, значит, это предназначение свыше, значит, так должно быть, говорит в интервью настоятель Покровского храма села Кангас отец Василий. По мнению церковного настоятеля, в этом есть и духовная польза, ведь ношение масок – защита не только от вируса, но и от всяких греховных слов, осквернений. Это особо подчеркнул нам в интервью отец Василий. Это попущение Божие. Без Бога ничего не делается. Раз Господь попустил, так оно и должно быть. Мы должны это смиренно принимать и постараться извлечь от этого какую-то духовную пользу. А пользы здесь очень много духовной. Телесно, конечно, проблемы у людей возникают. Все-таки болезнь неприятная и создает большие проблемы, люди умирают. Но духовная польза есть от этого. Вот, допустим, есть в церкви разные мнения насчет масок. Я, как священник, я в этом вижу духовную пользу. А в чем она заключается? Дело в том, что сейчас, в наше время, люди оскверняются через разговоры. Матюгаются, ругаются, нецензурщина всякая.
через социальные сети очень много там общения, знаете, осуждают друг друга. Это осквернение человека происходит. И Господь нам как бы предупреждает: закройте рты. Простите, что я так грубо говорю. И это назидание, чтобы люди были более, значит, строгими к своим поступкам, действиям, разговорам. И еще хочу сказать, что очень большие проблемы для современного человечества создает животный страх. Сейчас это поголовно. 99% людей на Земле все имеют какой-то страх животный. Страх у людей на самом деле велик. Они боятся за свою жизнь, за своих детей, за своих родственников. Боятся той же вакцины, о которой немало негативных отзывов мы читаем и видим в средствах массовой информации. Эксперты говорят, что в эфирах телеканалов слышим больше пропаганды против вакцинации, чем позитивную информацию о тех людях, которые уже вакцинированы и прекрасно себя чувствуют. Мы видим, что идет сложная и политическая борьба на эту тему, но в конце концов истина должна восторжествовать, потому что это что-то рациональное, то есть нужно сохранять жизнь. Министерство здравоохранения делает, я думаю, все, что оно может сделать, но в конечном итоге защита против этого всего, она в головах людей. Если дойдет до наших людей, что нужно вакцинироваться, потому что все признают, это единственный способ, в принципе, побороть или сдержать вот эту пандемию, нужно просто как-то или убедить людей, чтобы они вакцинировались, или заставить их. Вот австрийцы идут по второму пути, обязательная вакцинация. Но мне кажется, что может быть, мы не настолько демократичны, но в данном случае правильно вот такой более рациональный подход, не обязывать людей, а убеждать. И я думаю, что в конце концов мы победим ее вот за счет того, что убедим людей вакцинироваться. По мнению настоятеля Покровского храма отца Василия, вакцина, доказанная научно, конечно, приносит людям только пользу. Вы знаете, это дело государственное, и наука очень большую пользу приносит людям. И если вакцины эти, значит, решают использовать, значит, есть люди, которые заботятся о здоровье человека. Мы знаем немало случаев, когда все-таки вакцины помогали. Понимаете, это и оспа, это и холера, это и туберкулез и так далее. Реальная помощь оказывает вакцина. О том, насколько вакцина помогает в преодолении этой болезни, граждане автономии имеют разное мнение. Опрос, проводимый в Гагаузии, показывает, что большинство людей за вакцинацию. Многие уже поставили себе вакцину и первую, и вторую дозы. Готовы и в третий раз вакцинироваться, лишь бы не пережить состояние болезни еще раз. Людям со слабым иммунитетом, думаю, нужно. Да. Я считаю, что вакцина помогает. То есть я вакцинирован немецкой Pfizer, 2 вакцины получил. После первой дозы было все хорошо, после второй 3 дня мне ломало как-то. Если надо будет третий раз, будете ставить вакцину? Надо будет поставлю, не зря же их придумали. Не всегда организм человека может побороть эту вакцину. Надо, обязательно надо. Я 2 вакцины поставила. Если врач позовет, мне и 3 поставлю. Ага. А почему вы считаете, что надо? Надо. Мы старые, у нас все болячки есть. А мы должны молодых защищать. Я живу с молодыми, с невесткой уже 25 лет как живу. Я боюсь, чтобы они не заразили. Я могу идти, мне уже 73 года. Знаете, я каждый год болела гриппой. А в этом году спасибо. Спасибо. И мне легче, не болею гриппой. И уже старость, есть болячки, но гриппой не заболела. Я думаю, помогает. Ага. А как вы себя чувствовали? Я не могу. Нормально. Как перенесли вакцину? То же самое, что было и раньше. Я считаю, что если вакцину разработали, значит, она нужна. И если ее уже ввели людям,
наверное, она эффективная. Что касается лично, я себе тоже поставила вакцину и верю в лучшее, что она действительно спасет человечество. Не было особых изменений. Возможно, это все сказывается еще благодаря возрасту, что мы немножко молодые, организм не чувствует такого какого-то перестроя особого. Зачем их придумывать? Зачем люди, самые яркие умы придумывали эту вакцину? Соответственно, она помогает. Даже если брать статистику, то есть смертей больше тех, кто не вакцинирован. Да, может, вакцинированный человек может заболеть, но у него летального исхода не будет. В селе Дизгинжа Камрадского района за последние 2 месяца зафиксировано только 2 случая заболевания коронавирусом, отмечает семейный врач Виктор Нягу. Как только жители села стали более активно проявлять интерес к вакцине и доверять ей, вирус стал слабеть. Врач личным примером призвал односельчан прививаться той вакциной, которая в достатке имеется в центре. Я вакцинировался, наверное, один из первых в Дизгинже. Это было 15 марта, и вторую дозу я получил 5 апреля. Спутник. Я вакцинировался в России, потому что находился в то время там и использовал возможности. Значит, потом началась вакцинация у нас. Прямо с первого, я вакцинировался, моя жена вакцинировалась. Значит, я вернулся с отпуска где-то в начале, где-то 10 апреля я уже был на работе. Значит, начиная с этого дня я призывал практически каждый день по средствам массовой информации, по сайтам, по одноклассникам, делал воззвание здесь, с кем я мог говорить, мне сестры ходили, говорили, убеждали людей, что нужно вакцинироваться. У нас нет другого варианта, как только вакцинация. Не может это понять тот человек, который не болел. Я болел дважды. Первый раз я болел, чуть не умер. То была катастрофа. Описать даже не могу. Стоять сил нету, дышать не хватает воздуха. И ты уже вспоминаешь всю свою жизнь, что успел в жизни сделать, что не успел в жизни делать. И думаешь, что будет с моими детьми, что будет с моими родственниками. То есть, находясь в такой ситуации, когда ты борешься между смертью и жизнью, то тогда понимаешь четко и ясно, была бы какая-нибудь возможность, была бы хоть какое-то лекарство. Или вакцинироваться нужно 100%. Я болел, правда, и после вакцинации. Но то было 3 дня. И пока я понял, что у меня коронавирус, пока пришел ПЦР-тест, я уже выздоровел. То есть, но это была, картина была примерно, такие же ощущения были, но они были не выражены. Я думал, что я отравился от помидора, огурцов. Я даже те помидоры, огурцы отстранил в сторону. И после, как клиника прошла, я опять ел те же самые огурцы и помидоры, то я понял, что проблема была не в них. Тем более пришел ответ, что это был COVID-19. В селах не как в больших городах. Люди друг друга знают, доверяют тому, что говорит врач, и мнение медицинского персонала играет важную роль в убеждении остальных тех, кто еще не вакцинирован. Как отметил врач Центра общественного здоровья села Дизгинжа Виктор Нягу, 99% медперсонала в его центре вакцинированы. Да, я привилась в мае месяце. Побочных явлений у меня не было, чуть-чуть вот болела рука, местная немножко, и все, местная реакция чуть-чуть. Температура что? Температуры не было, никаких больше ощущений не было. Сколько дней болела рука? Рука 2 дня болела. На первый день вечером, на второй день чуть-чуть больше. И все. У нас в селе было много летальных случаев от ковида. И это не только у нас, это во всей Молдавии, во всем мире это сейчас происходит. И я как бы призываю тоже людей прививаться, потому что нет, мы не хотим, а потом уже, когда дело вот касается таких вот тяжелых случаев и смертельных исходов, то очень жаль, но лучше привиться вовремя. На данный момент достаточно вакцины. Прививаем, призываем людей. Кто еще вообще не привился, всеми этими вакцинами можно привить 1-ю, 2-ю дозу, а также можно делать бустерные дозы. Это 3-я доза, получается ревакцинация. Получила 2 дозы Pfizer. После вакцины было небольшое недомогание. Болела немножко рука, не сильно. Температуры ничего не было. Ни в чем не надо бояться, потому что вакцину делает весь мир.
Эти все в интернете фейки, не надо о них думать. И верить никому не надо, вакцинироваться надо, потому что мы прививались еще с детства, прививка нам от всех болезней мы прививались, она нам всегда помогала, и мы считаем, и наши близкие, и родственники считают, что вакцинироваться надо. После вакцинации такой сильных побочных действий мы ничего не ощутили. 2 дня у меня рука болела местно немножко. Температуры не было, так немножко слабость. Но это после каждой вакцины так ощущается. А так в основном хорошо перенесли. Хочу сказать, что после вакцинации вот у нас в Центре здоровья Дезгинжа привилось все 100% привились медработники. И после этого ни один медработник не заболел. Вот это очень большой плюс. И я призываю всех, все население привиться. Вот этим мы хотим показать, что мы хотим преодолеть вот эту болезнь. Да, вакцина помогает, мы в этом сами удостоверились. И у нас очень много было летальных исходов в нашем селе. Поэтому после того, как мы начали вакцинировать, ни одного случая не было летальных исходов. Мы очень довольны вакциной и предлагаем всем прийти получить вакцину. Тем более сейчас мы получили бустерную дозу, 3-ю дозу ревакцинацию. Вакцина 100% помогает. И я уже вакцинировался здесь Джонсоном 3-й раз, совсем недавно. Но я не потому, что меня кто-то призывал, кто-то просил меня вакцинироваться, или не потому, что я нахожусь в этой системе. Я вакцинировался с удовольствием, потому что я думал, тут ко мне приходят всякие больные, я с ними контактирую, не хочу болеть еще раз, не хочу эту болезнь передать своим детям. У меня 3 члена семьи, всем, кому старше 18 лет, все вакцинировались. Я, жена и ребенок. Значит, я получил, первый раз вакцинировался в России, когда приехал, коллектив мне сказали так: может ты не вакцинировался, а нас просто так обманываешь. Я пригласил своего ребенка, сказал: Степа, подойди сюда. Он студент медицинского университета. Он вакцинировался в присутствии всех. То есть я своего ребенка люблю больше, чем себя. То есть я всегда говорю искренне и честно. 3-й раз я вакцинировался здесь с Джонсоном для того, чтобы закрепить иммунитет. Доказано, что именно гибридный иммунитет, то есть тот иммунитет, который возникает в итоге, когда ты перенес заболевание, плюс вакцина, этот гибридный иммунитет, он устойчив против всех видов штаммов, против всех штаммов, которые возникают и, возможно, будут в будущем. То есть организм таким образом в комплексе имеет информацию, борется со всеми штаммами коронавируса. То есть я приглашаю людей вакцинироваться 100%, обязательно. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил в социальных сетях на комментарии посетителей и для телезрителей программы «Смотрим». Один из вопросов касался вакцинации. Его спросили, как он, будучи служителем православной церкви и занимая такой высокий пост, может призывать людей вакцинироваться. Неужели он не понимает, какой вред может быть от вакцины? На что владыка ответил: Да, я не понимаю, какой вред от вакцины. Я сам вакцинировался, я способствовал тому, что многие люди вакцинировались, которые рядом со мной. Благодаря этому эти люди не заболели, благодаря этому были спасены жизни многих людей вокруг них. А какой вред от вакцинации, я не понимаю. Более того, я вспоминаю, как, когда я был школьником, нас водили вакцинироваться. У меня до сих пор на предплечье есть следы от этой вакцинации. Я даже не помню, от чего нас вакцинировали. Нам, по-моему, и не говорили, а может быть и говорили. Но это все происходило в обязательном порядке. Никто, как говорится, не возникал, никто не спорил. Не было никаких антипрививочников в те времена. Просто всех прививали, потому что такова была установка. Я думаю, что сейчас нам нужно всем отложить в стороны наши частные мнения и слушаться того, что говорят власти. И того, что говорят, конечно, медицинские органы соответствующие, то есть специалисты, которые в этом разбираются. Текущая статистика по вакцинации в целом по стране на 31 декабря 2021 года показывает, что общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляет 998 897 человек,
что в процентном отношении составляет 24,62%. Общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации, составляет 982 172 человека, что в процентах равняется 24,43%. Смертельных случаев по статистике на конец года зафиксировано 10 284 человека. Это 2,7% от количества проживающих в Молдове граждан.